прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Эксклюзив от главы республики. Я считаю, что до конца года мы то, что сегодня поставленная задача, выполним на все 100%. Рамзан Кадыров дал большое интервью для ток-шоу «60 минут». Что думает руководитель региона про переговоры с Владимиром Зеленским? Стоит ли ждать Третью мировую войну? Все подробности в нашем эфире. Будет еще лучше. Рамзан Кадыров провел совещание с Кабинетом министров на тему социального развития. Какие показатели демонстрируют основные направления региона? Трагедия, которая объединила всех. Из Чеченской Республики отправился первый груз с гуманитарной помощью в зоны, пострадавшие от землетрясения. Продукты питания и одежда, палатки и контейнеры для проживания, денежные средства. Цифры гумпомощи в нашем эфире. Рамзан Кадыров дал большое эксклюзивное интервью для ток-шоу «60 минут». В ходе беседы ведущая общественно-политической программы задавала самые разные и актуальные вопросы, касающиеся как специальной военной операции, так и отношений с Западом. Кроме того, участники встречи в подробностях обсудили роль Чеченской Республики в решении всех вопросов и задач, поставленных Верховным главнокомандующим России Владимиром Путиным. Давайте начнем просто знаете, с точки зрения чисто человеческих даже впечатлений. Мы, конечно, приехали, посетили университет. Впечатления невероятные, люди невероятные. Как вам кажется, что ими движет сейчас? Дело опасное, дело рискованное, дело опасно смертельно, особенно имея в виду, что мы одни, их 50 государств. И люди все равно идут. Что у них на сердце? Как вы это понимаете? На самом деле, когда человек, посвящает себя, ради государства, народа, он забывает о тех опасностях, страх не присутствует. Только его движет то, что должен он делать. Это обезопасить государство, это выполнить приказ Верховного главнокомандующего, и остальное все, которое вокруг, внутри, за пределами происходит, это абсолютно не интересует. Но то, что 50 государств, это какие-то государства, это всего лишь название, там ничего нету, это их придуманные государства, американцы, управляют ими, они не могут сами принимать решения. Министр обороны США, принимает решения за всех, этих, так скажем, руководство Министерства обороны, их государства. Поэтому они просто название, а мы государство с историей богатой, мы многонациональное, многоконфессиональное государство, мы федеративное государство. Это сегодня укрепляет нас, хотя наши определенные политики или умные люди хотят убрать все это, но это, я так, мое мнение, убежденно, это укрепляет наше единство. Поэтому я как воин, я с 15 лет с автоматом в руках хожу, и я, когда война началась, когда объявил президент проведение специальных мероприятий, я для себя поставил цель быть полезен максимально. И то, что делается в республике, не уменьшит, а то, что на территории СВО, делать все, что возможно и даже невозможное. Поэтому я сделал призыв, наши воины откликнулись и показали хороший результат. Результат видно было, когда мы загнали азовцев, самых, так скажем, ярых, одиозных боевиков, не знаю, или цари за свободу, они сбежали, зарылись в норах.
это сделали мы совместно с другими структурами. Да, ну, в середине была наше подразделение. Да, и то, что дальше, мы всем говорили, мы идем к вам, давайте встречайте нас. Мы открыто воевали, я все выкладывал, ну, чтобы они понимали, что мы идем, что у нас есть идея безопасности народа, государства, и что они сегодня продались Америке, то, что они ведут неправильную политику, неправильные отношения, строят к нам, это видно. Там весь сброд, Зеленский, он вообще, ноль, с минусом, он вообще ничего не делает, не командует, его никто не слушает, И там, как скажем, как у нас была, тогда, когда, 90-е, и после первой кампании, там есть все организации террористические, которые управляют Западом и Европой, И это там и присутствуют натовские войска, там и присутствуют американские инструктора, Ну, это всего лишь для нас, так скажем, проверка на прочности. Дальше мы будем знать, насколько мы будем готовы. А закончим мы, хотя некоторые говорят год, два, три, я считаю, что до конца года мы то, что сегодня поставленная задача, выполнена на все 100%. Ну, это, я считаю, меньше всего то, что нужно делать. Надо забрать Одессу, забрать Харьков, надо забрать. И потом в последующем вот так обезопасить наше государство. Полную версию данного материала смотрите в наших эфирах. Продолжаем. Рамзан Кадыров провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства региона Адамом Алхановым. Темами обсуждения стали обеспечение детей дополнительными местами в учреждениях дошкольного образования, вопросы социальной поддержки населения, совершенствование системы здравоохранения и образования. Рамзан Ахматович, с начала текущего года в целях развития социальной сферы продолжается работа по активному участию в реализации национальных проектов и государственных программ. В этом году ведется строительство по 57 объектам образования. Из них 33 школы, по 13 детских садов и 11 школ по линии Минской Чеченской Республики. 76 школ в этом году, в текущем году, проводятся капремонтом. В 2025 году будет еще добавлено 174 школы в общем. Трехсменок полностью ликвидирует не ушел Рамзан Ахматович, в детском саду тоже уровень допустимости дошкольного образования для детей в возрасте до 3 и от 3 до 7 лет у нас в республике составляет 100%, и это один из лучших показателей по стране. По социальной сфере, если говорить о таких серьезных преобразованиях, социальный фонд объединенный ЮФ, пенсионный фонд Саминов, ФСС, пенсионный фонд Самтёх, и в целях снижения административных барьеров для получения мер социальной поддержки многодетной и нуждающей семьи с 1 января 2023 года установлены новые единые пособия, то есть объединяющие ряд действующих сегодня мер социальной поддержки. Это пособие по уходу за ребенком, выплата на первого ребенка от детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. В сфере обеспечения социальных гарантий с населением проблемных вопросов в республике нет. Все без исключения выплаты осуществляются своевременно и в полном объеме. Да, на самом деле, вопрос социальной политики, это, как я говорю, это отношение власти к народу, власти к обществу, халкы, какой халк, какой шард, лей, халк, хадрод, чует, социальная политика самая серьезная, там неустанно, как их kiedy zakończy primat, gdzieś my zjadą, musuało, jadą lirsztone, jak blokują, zimuladą, в разных сферах, обалденно делал социальной политики, я заездил, хоть билдер, как научен, максимально ход министр, ход департамент, руководитель организации, будет большой, что входит социальный блок, ассоциация, болба, бизнес,
مسألة идея шализ, он предложение шализ и хайцанил предложение шализ, да, оно чтобы реализовать, ОГО, председатель правительства, глава республики, администрации, он что добавит взаимодействие, хотя Бог будет, поедет показатель, что он в этом направлении, несмотря на то, что у нас в государстве, где он до ситуации сложившейся в уши, да, ситуации, да, он серьезно ёршня, Российской Федерации, да, он сам программ сейчас меня течет, все программы, да, они выполняются, да, он в прошлом году мы, да, он успешно закрыли год, да, он инцидент, что, да, он проблем что проблем решать дело, что кое нас, да, сейчас Бог, это настроение, да, население общества, да, это бы, я Рамзан Кадыров провел еще одно совещание в правительстве. Главная тема развития социальной сферы Чеченской Республики. О состоянии основных направлений доложили вице-премьер региона Адам Алханов. Он отметил, что в регионе активными темпами идет строительство новых школ и других образовательных учреждений. Все больше улучшается система здравоохранения. Это возведение и дооснащение медицинских объектов. Министр образования и науки Хошбау Дидаев рассказал о планах и задачах на текущий год. Ожидается открытие новых 25 школ и строительство дополнительных 8, среди которых самая большая на 2500 мест. Также обновят и учебники по чеченскому языку с новыми корректировками. Строительство социальных объектов должно проводиться качественно, отметил Рамзан Кадыров. Он поручил ответственным следить за ходом работ на каждом этапе возведения, лично выезжая на площадку. Трагедия в братских странах также не осталась в стороне. Руководитель региона рассказал о том, что республика одной из первых откликнулась на беду. В кратчайшие сроки собрала все необходимое, и уже сегодня первый груз гуманитарной помощи отправился в Сирию и Турцию. Грузия, Сирия, Турция, около 200 тонн. 230 тонн, Грузию, Таран Кемалец, Нарица, 9000 семей, они Шинбаттан жили с Нятинца, Мязик был нахер, я мою детский питание, был нахер детский питание, его хума, Мусудон, палатки на 30 мест, я палатки, Мать платка его яйна. 220 это 1000 человек. Да, 200. Есть мест на 20, на 30, на 4 места. 1000 человек. На 1000 человек, да, из этого нахши, это шить, как там бачин бат ададеду, там я шиду, да, еще и чуаешь, это племенуешь, да, я хуешь, да, палатки, да, яйдна, что вы максимально, да, вы долушлочки, пардон, вы цена, вот на шухора, да, идея юаду, слушай, массана баркал дерез, لا ويقومن بركل ديريس لا لازم دون وين حاله يتي بوات عمودنا دات وين داتس كسويتو دون تاع دوغدو لي كالوش يا شيكر دولي دون تاع ويوتو هملوش دون يو حقيت بغاوشي ليتش وين جنقطع ويلا خدوا لينا دون يلا دون بقى بان نشغل طبعا ساعين دون كوكورتا تشوكو يلش دون حاتس يوت دون تناسي كوكورتا تشوكو يلش دون عم بتعيا مي وردا دون موسو يبر يا مش يش دون هولديت سور دون شور بعل شبور كوكورت دون دوغ موسو دون شنو شورت دال خلاص دون شورت اتر خلاص ده سينز كوكورت بجاز ونسبيز دون تسن ببيز يبوش دون لو نحول ده هتسنن كوتم تسنن دون اقول لي قال البلقاي دن تمل لي منات دل شلون يحاول تدات التيوري دون هو شغيل وال شو مبو دون دل ديش نيس دوش تابول جان تابول نشم دوخ بشم بلا قدا نو تابول نش دون تعوقل يحمل خلباق شيش بش بو دون صار دون او شو يعرف قطوي دون دعوة تقلص وقت نقدون دوق دي نسريني وهو دون عوايد دون هيتسي دون
70 тысяч семей получили помощь от фонда такой республики. Да, и мы выйдем вот что на государство, что выйдут чахвы, месяц так вот, вы хушул так они адон, босудон госуслуг, так фонд шаш долдожа, сектор камасара дон, белошбеш хадош дастон, дастон да югусон шаш долча, шен ялло направление зидона, бабы дихадалинстон, мадемистон шаш сектор аводжадон, белошбеш хавош, бархал дерезол дон совместно с министерством здравоохранения дон, здравоохранения, но шаш шей оборудование, мы представляем, я шока шейных дон, государство, дополнительное строительство дон, но тягала тазимулам изменения шбол, это объясню. Дастон так и шесть вариала есть и доку турист бо мадами дастон так и шейл но хагор дюдон вот я винаки аутендеш он сендем ялла максимально тяга белых печак дастон что так бабой что это еще объект в последующем его дастон так строительная компания привлекает больше ей лечак дон последующий да цен около до положения его арды а вот цен надо ахча дон дольше подивиться дон меткш дон там дон сега ахча до последующем дон за дон короче банкрот а хорошо сега да смысл них дошли мы говорим дон а сега на это будет. Расширенную версию данного материала смотрите в нашем эфире. Продолжаем эфир. Жители Чеченской Республики солидарны с пострадавшими от землетрясения. Уже отправлен первый груз с гуманитарной помощью от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Это теплая одежда, палатки и мешки для проживания, продукты питания, денежные средства. 6 февраля последовательно произошло два мощных землетрясения в Турции и Сирии. После зарегистрировали более 1000 повторных толчков. В результате катастрофы число погибших под 40 тысяч человек. Еще десятки тысяч раненых. Цифры пока условны, они будут увеличиваться по мере разбора развалов. Спустя неделю после землетрясения надежды найти выживших с каждым часом все меньше. Тем временем миллионы жителей разрушенных районов Турции и Сирии оказались без крыши над головой на февральских улицах, где температура ночью опускается ниже нуля. Огромное количество чеченцев мешками привозят в пункты приема теплую одежду, что демонстрирует солидарность с братьями по вере, которые находятся в тяжелой ситуации. Все подробности в репортаже Адама Магомедова. Палатки с общей вместимостью около 1000 человек, более 1300 спальных мешков и 30 тонн теплой одежды. Предметы первой необходимости, а также крупная финансовая помощь от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Все это было отправлено одним рейсом в город Алеппо Сирийской Арабской Республики для пострадавших от землетрясений. С первого дня трагических событий главой региона было поручено провести сбор информации и разработать план помощи пострадавшим в несколько населенных пунктов Турции, где проживают представители Чеченской Республики. Дважды была отправлена гуманитарная помощь. Это более 20 тонн продуктов детского питания и палатки. Рамзан Ахматович активно участие принимает, озвучивает это на своем телеграм-канале и так далее. Вот и люди уже уверенно начинают активно работать и отправлять помощь. И мы просто практически не успеваем это все распределять и на самолету все это размещать и отправлять. Призыв получил моментальную реакцию. Люди начали жертвовать вещи для пострадавших, а также удалось привлечь множество волонтеров. В регионе есть несколько пунктов приема гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясений в районах Турции и Сирии. Один из таких находится в Грозном по адресу улица Мира, 83. Это республиканский центр спортивной подготовки имени Ахмата Хаджи Кадырова. Здесь, как вы видите, множество неравнодушных людей, которые стараются помочь, чем могут. На данный момент они как раз заняты сортировкой. И на сегодняшний день собрано около 205 тонн гумпомощи, которую отправят в ближайшие дни. Но это еще не все. В общем, планируется отправить 6 бортов с гуманитарной помощью для пострадавших, первый из которых уже в пути. В исламе считается, что помимо уз единой религии, верующих скрепляет и оказание помощи друг другу. За это полагается вознаграждение. Тому, кто идет оказать помощь брату-мусульманину, за каждый пройденный шаг простится 70 плохих дел и запишется столько же благодеяний. دنيا شو عيوشل خن يا أخي خينا بيركض دو أخذ لا ينيوشل يغوز ودعيو
ديل قهي تمتباح ديل كما شو تيال غيت أق تصمكشنا غندار خلويت بيلشان ميل خلويت بيلشان قصنا غو خلويت دين شان مصو تشوتشم نالر باشش عالش باشا أق تسالنا دار شقية مزجوبير бош отскалайт отцул бог бабуса. Помимо всего, по просьбе Рамзана Кадырова, делегация от Российской Федерации во главе с Даниилом Мартыновым передали несколько тонн гуманитарки пострадавшим в Турции, а также смогли пообщаться с местными и узнать, что еще им необходимо. В дальнейшем им продолжат оказывать поддержку. Всю ночь сегодня работа кипела на 4 локациях, на 4 объектах. Они полностью уже отработаны. И сегодня мы утром в штабе определили, какие новые места мы берем. Кроме этого, приехали наши коллеги из Беларуси, из МЧС Беларуси. Мы с ними уже утром провели совещание. И было определено, что они с сегодняшнего утра под нашим руководством начинают работать совместно с нами. Пострадавшим также будут доставлены десятки контейнеров для временного проживания, часть которых уже установлена на месте. В результате стихийных бедствий серьезные разрушения произошли в 10 провинциях. Сокрушены тысячи домов и различных объектов. Адам Магомедов, Резван Насипов, Сайд Селиман Пукаев, Вести, Чеченская Республика. В республику с рабочим визитом прибыл губернатор Воронежской области Александр Гусев. В столичном аэропорту делегацию встретили высокопоставленные лица региона. В рамках визита они посетили расположение ОМОНа «Ахмат-крепость». Гости возложили цветы к мемориалу памяти героя России Ахмату Хачи Кадырову, а также погибшему в борьбе против терроризма и экстремизма сотрудникам отряда. Делегация смотрела здание и сооружения спецподразделения. Командир Аслан Хизриев отметил, что объекты построены в короткие сроки с применением инновационных технологий. На территории имеется все необходимое для подготовки личного состава, в том числе спортивный комплекс и стрелковый тир. Гаражи, боксы, то есть для продовольствия, отапливаемые гаражи зимой. А сколько техники? У меня сейчас 26, 32 было, ну разбитые у меня тоже есть. Командировки бесследно не проходят, да? Да. Мало разбитые стоят. Правильными названиями. Республику посетили журналисты известных агентств и ведущих издательств страны в рамках проекта «Медиазвезды». Цель визита – развитие медицинского туризма. Гости побывали в одних из самых эффективных центрах, ознакомились с услугами и условиями, где можно качественно укрепить здоровье, совмещая с полноценным отдыхом. Слово Мадине Нусалчиевой. Что вы представляете, когда слышите слово «туризм»? Скорее всего, горы, экскурсии или, быть может, кухню других народов. А если добавить ко всему этому медицину, то получается совсем новое в этой сфере направление – медицинский туризм. Этот термин обозначает практику предоставления медицинских услуг за пределами места проживания. По всему миру это направление активно развивается. В стороне не осталась и Чеченская Республика. 10 представителей СМИ, участников проекта «Медиазвезды» из Екатеринбурга и Москвы посетили субъект в рамках пресс-тура, направленного на популяризацию медицинского туризма. Организатор мероприятия – Министерство туризма Чеченской Республики. Популяризация медицинского туризма во исполнении поручения главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова Министерством по туризму организовываются такие тематические пресс-туры с целью ознакомления потребителей с туристическим потенциалом республики, с целью популяризации таких вот наших туристических аттракций. Ну и, как уже было сказано, в целях популяризации нашего реабилитационного ресурса региона, поскольку у нас есть все условия к реабилитации, к прохождению качественного лечения и курортного лечения. Первой точкой посещения стал Аргунский инновационный центр физической и реабилитационной медицины. Гостей ознакомили с возможностями объекта. Центр рассчитан на 100 койко-мест. Для пациентов доступны санитарно-курортное лечение на территории комплекса, который включает проживание, курсы оздоровления и реабилитации, многоразовое питание и культурно-досуговые мероприятия. Расположен он в живописном месте на окраине города. 10 из 10, если честно, для меня это стало большим открытием. Само существование центра реабилитационного подобного уровня на территории Чеченской Республики и вообще на территории всего Северного Кавказа, я считаю, что это, на мой субъективный, безусловно, взгляд,
история, которая, по-моему, вот в таких масштабах не имеет сегодня аналогов. Честно скажу, как человек, который привык упаковывать смыслы, в том числе и в туризме, очень приятно, что здесь попытались совершенно по-другому подойти к самому лечению, и здесь на тебя ничего не давит, потому что в нашей психологии мы до сих пор рассуждаем, что если ты поехал лечиться, то ты как бы вот обрекаешь себя на какой-то вот такой угнетенный формат. Здесь этого нет, это присутствует в отношении, это присутствует в дизайне, это присутствует в интерьере, и в принципе, как только мы сюда входим, вместо ожидаемых таких печальных, унылых 6-7-этажных зданий, больших, огромных корпусов, по большому счету можно сказать, что здесь ты просто чувствуешь себя как на какой-то очень хорошей базе отдыха. Медицинский туризм не отменяет возможности ознакомления с культурой и историей страны или региона, в котором человек проводит его. Узнать о предметах интерьера и быта чеченцев и тем, как они жили, гости смогли в этноподворье, расположенном в селении Герменчук. Встречают их национальными блюдами и музыкой. Поприветствовать гостей пришел и глава администрации Шалинского муниципального района. Республика Шалинский район развивать садящая харюда алмула. Ахвоя цутяха валерми пача Рамзана Ахматовича. Вой хаял указаница. Знаешь санша ахвюк что. Вой цутях яш войн махсаа вой яш условищу. Журналисты не остались без впечатлений и памятных сувениров ручной работы. Познакомиться с народными промыслами Чечни – это очень важно, потому что как раз многие туристы едут и хотят увидеть вот те народные промыслы, которые были в республике в древние времена, есть сейчас. И, конечно, многие бы хотели с собой увезти на память какой-то кусочек Чечни, да, того, где они были. Но, конечно, всех интересуют не просто какие-то статичные там объекты, которые куда-то там, или магнит, который положил, поставил до холодильника и все, и забыл, а что-то, что можно было бы использовать в повседневной жизни. И если, например, там, холодное оружие, кинжалы сейчас уже достаточно сложно использовать, да, в современной жизни, вот, то украшения, различные там бытовые предметы, например, вешалки, да, все это очень интересно, и это может служить вот таким памятным сувениром на память о Чечне на многие годы. Далее их ожидал поход в реабилитационный центр имени Кунта Хаджи. Находится он на окраине селения Махкиты, в лесистой местности у подножия гор. Такое место выбрано не случайно. Завораживающая природа, чистый горный воздух и уникальные климатические условия будут способствовать скорейшему восстановлению пациентов. В двухэтажном корпусе разместились лечебные и спальные отделения с самым современным медицинским и реабилитационным оборудованием, прогулочная зона, спортивный зал, бассейн и пищеблок. Он рассчитан на одновременное пребывание. Основной целью нашего коллектива является создание максимально комфортных условий прохождения реабилитации в нашем центре, предоставление высококачественных услуг, оказание медицинской и психологической помощи лицам, находящихся в реабилитационном центре. Проект пресс-туров «Медиазвезды» туроператора «Интурист» в регионе проводится уже второй раз. Суть его в том, что ведущие СМИ посещают различные объекты городов и регионов, которые, по их мнению, достойны всеобщего внимания и будут пользоваться спросом среди людей, а после делятся впечатлениями от увиденного на своих информационных площадках. Создательница этого необычного движения Амалия Акопова. Чеченскую республику для чего посещать третью или гастрономическую столицу России, например, Казань, что интересного может дать Тула, что необычного можно увидеть в Калуге и так далее и тому подобное. Потому что каждый регион, каждый наш субъект славится чем-то своим, и с точки зрения приключенческого туризма, экскурсионного туризма, аутентичного, так называемого туризма, у внутреннего туризма очень хорошие перспективы. Наша задача только рассказывать, популяризировать и при этом, конечно, параллельно вести работы в инфраструктуре и по ряду других вопросов. Дальше по маршруту было селение Харачой, а точнее поездка к памятнику человека, который прославил его, знаменитому Зелимхану Харачоевскому. Гостям рассказали о его нелегком жизненном пути, целях и приключениях. На памятнике легендарному чеченскому обреку завершается путешествие нашей съемочной группы, но не наших гостей. Далее они отправятся полюбоваться озером Кизиной-Ам, а последующие 2 дня их ожидает еще больше знакомств с прекрасами и достопримечательностями региона. Мадина Цалчиева, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика.
Итоги поездки журналистов и блогеров проекта «Медиазвезды» в Чеченскую республику обсудили в рамках конференции, прошедшей в Грозном. Участие в ней приняли министр по туризму Муслим Байтазиев и турсообщество региона. Гости поделились своими впечатлениями о субъекте и смогли задать интересующие их вопросы. К слову, делегации проекта «Медиазвезды» посещают субъект уже во второй раз, а для них провели экскурсию по достопримечательностям и медицинским учреждениям. Цель программы – развитие внутренний туризм, рассказывая про объекты на различных информационных площадках. Наша основная задача – это подсветить все то лучшее, что сегодня в туризме есть. Очень приятно, что каждый раз вы удивляете. В этот раз мы посетили 2 реабилитационных центра, которые не имеют аналогов на Северном Кавказе. Познакомились с персоналом, были очень тронуты тем, как внимательно подбираются туда врачи, как внимательно они относятся к посетителям. Конец зимы в регионе ознаменовывается появлением на рынках черемши. Она давно приобрела звание традиционного чеченского национального продукта. И даже сквозь века не теряет востребованности, а о лечебных свойствах медвежьего лука знали еще древние римляне и египтяне. Растет в основном в лесах горных муниципалитетов. Технология сбора имеет свои особенности. Ее нельзя вырывать с корнем, поэтому каждый стебель сборщик срезает отдельно. Это колоссальный труд. О чеченском лакомстве расскажет Турпал Лалитайсумов. Черемша доступна на любом рынке субъекта. На центральном городском спрос очень высокий. Жители охотно приобретают это питательное растение, а ее пользе они знают не понаслышке и передают эти знания младшему поколению. Однако, прежде всего, это растение нужно добыть. Трава растет в труднодоступных горных местностях. Мы решили узнать, как люди преодолевают заснеженные участки и добираются до черемши. К слову, без специального снаряжения и подручных средств сделать это невозможно. Одна из самых необходимых вещей сборки черемши – это опыт. Без него вернуться домой с драгоценным грузом будет весьма проблематично. Мастеровитые люди рассказывают, что ловкость рук приходит только с годами. Обнаружение первого участка с растением придает уверенности в успешном сборе. Один из охотников за черемшой, Резван Сургаев, нам рассказал, что ходит за ней по горам с юных лет. Он раскрыл несколько деталей, как получить желанный продукт. После сбора черемшу привозят домой. Сперва ее необходимо хорошо очистить. Процесс не из легких, но, как отмечает Заира Сулейманова, для приготовления вкусных блюд нужно все делать с душой. Есть такое состояние, когда человек получает удовольствие от того, что он готовит. Это получается, вкладываешь душ, да, вот. Если вам просто неохота это сделать, у вас не получится. Если вы прям желанием к этому подходите, значит, у вас должно получиться все. Таким образом, необычный деликатес проходит путь с высокогорных земель до тарелок. И, как следствие, на столе оказываются очень вкусные яства. Этот аромат не спутать ни с чем, ну а вкус не оставит равнодушным ни одного гурмана. Турпал Лалитайсумов, Ислам Ибрагимов, Арби Сириев, Руслан Магомадов. Вести. Чеченская республика. Анализ в бизнесе и программные разработки обсудили на уроке цифры в Республиканском комплексе общего и дополнительного образования «Квант». На мероприятии присутствовали представители Министерства по национальной политике, внешним связям, печати, информации, а также экономического, территориального развития и торговли. Учащимся рассказали о том, что такое аналитика, зачем она нужна при разработке программ и развитии бизнеса, что такое метрики, как они работают и где применяется анализ данных. Урок цифры – это всероссийский проект для школьников в сфере информационных технологий. Занятия знакомят подростков с IT-профессиями, получая знания от ведущих технологических компаний, развивают навыки и компетенции в сфере цифровой экономики. В Ледовом дворце состоялся открытый турнир по хоккею с шайбой, приуроченный ко дню зимних видов спорта. Играли 2 команды – наши «Грозные волки» против «Королей льда» из Ессентуков. Как прошел спортивный праздник, расскажет Амина Тупилагова. День зимних видов спорта – праздник, посвященный Сочинской Олимпиаде. Учрежден он в 2015 году. Теперь ежегодно в первые выходные после 7 февраля повсеместно отдают дань уважения этому значимому для страны событию. Активное участие в нем принимает и Чеченская республика. Я думаю, мероприятие сегодня состоится очень интересное и азартное. Мы ежегодно проводим День зимних видов спорта в России уже 9-й год. После Сочинской Олимпиады. Сейчас это мероприятие посвящено 9-й годовщине со дня
открытие, начало зимних 22 Олимпийских игр и 11 Паралимпийских игр в городе Сочи 2014 года. По свистку судьи на льду схлестнулись клюшки юношей двух команд – «Короли льда» из Ессентуков и местные «Грозные волки». Заур Бунтышев занимается хоккеем 7 лет и уже показывает хорошие результаты, достойно представляя на различных соревнованиях не только свою команду, но и весь регион. Капитан даже поделился с нами, как достичь успеха в хоккее. Чтобы хорошо уметь играть, надо всегда тренироваться очень хорошо, много, и тогда у тебя будет все получаться. Простая истина, понятная даже ребенку, имеющему цель. Талант, приумноженный на трудолюбие, непременно приведет к успеху. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Находясь на матче, действительно начинаешь понимать значение каждой строчки из этой песни. Игра завораживает своей силой и характером. И это несмотря на то, что играют дети. В современном мире хоккей занимает одну из лидирующих позиций среди самых популярных командных видов спорта. Оно и понятно, основные принципы игры проецируются и на жизнь. Здесь нет главного или второстепенного, здесь главные все. И здесь они, конечно, познают, что такое дружба. И я так думаю, что дальше, особенно для мальчика, командный вид спорта, это со временем, когда он вырастет и заведет свою семью, его семья будет его командой, и команду подводить нельзя. Вот и все. Интересный момент. Оказывается, хоккеисты своеобразно выражают эмоции, а именно ударами клюшки об лед или бортик. То есть никаких аплодисментов. Так ребята радовались и друг за друга. Ведь в этом матче, несмотря на результат, победила дружба. В целом-то игра удалась. Мы же устроили сегодня праздник детям. Больше было не соревнования, а больше было просто участие для того, чтобы дети между собой поиграли, посмотрели. Да, в гостях здесь понравилось, очень красивый город. Здесь приняли добродушно, доброжелательно. Турнир прошел успешно. Спасибо организаторам. И вот он, момент кульминации встречи, награждения. Медали, дипломы и кубки ребятам вручали вице-президент Федерации тяжелой атлетики России Владимир Сафонов и легенда тяжелой атлетики в регионе, призер чемпионатов России, Европы и мира Асланбек Идиев, по счастливой случайности ставшие гостями мероприятия. С небольшим отрывом победила команда «Грозные волки». Мы сыграли хорошо, соперники тоже хорошо были подготовлены. Пусть они приезжают к нам еще. По итогам игры можно сказать одно – все остались довольными. И несмотря на темперамент и амбиции, результат устроил всех участников. Амина Тупилагова, Саиталиам Пукаев, Саитамин Даутмирзаев. Вести, Чеченская Республика. Смотровая площадка высотного комплекса «Грозный-Сити» после ремонта открыта для жителей и гостей региона. Напомним, она была закрыта по техническим причинам. Смотровая зона – самая актуальная часть в экскурсионной программе. Туристы, поднимаясь на крышу зданий, могут лицезреть не только центр Грозного, но и увидеть его окраины. Работает она ежедневно с 10 часов утра и до 9 вечера. Билеты можно приобрести на первом этаже. Когда мы оказываемся в такой вот потрясающей высоте, то люди всегда озвучивают о том, что испытали восторг, потому что благодаря смотровой площадке они увидели тот маршрут, который прошли. Касательно того, что открыли смотровую площадку, на самом деле об этом тут же многие узнали, и вы видите, что присутствует довольно-таки огромное количество туристов. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших страницах, в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.